В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 28 августа. Проверка качества. Рамзан Кадыров провел инспекцию ключевых строительных объектов Грозного. Какими темпами идут работы? Надежда на жизнь. Следуя словам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поистине наилучшая милостыня – это напоить водой. В секторе Газа продолжается беспрецедентная гуманитарная миссия регионального общественного фонда. Сколько продуктов питания планируется раздать? Сезон гриппа. Препараты соответствуют установленным стандартам качества и безопасности. В Республике дан старт прививочной кампании против гриппа и ОРВИ. Какую вакцину выбрать? Начнем с важного. Рамзан Кадыров совершил рабочую поездку по ключевым строительным объектам Грозного, лично оценив темпы и качество проводимых работ. Инспекция началась с улицы имени Магомеда Узуева, где планируется расширение автомагистрали до 6 полос. Особое внимание глава уделил возведению правительственного комплекса. Завершился объезд посещением 5-го района столицы. О том, какие сроки установлены для этих объектов, репортаж Турпалали Тайсумова. Глава Чеченской Республики вновь отправился с инспекционной поездкой по городу. Компанию ему составили мэр столицы Хасмагомед Кадыров и первый вице-премьер, министр автомобильных дорог Айсат Умхаджиев. Стартовая точка – одна из ключевых дорожных артерий Грозного – улица Узуева. Здесь, согласно плану, будет трасса на 6 полос. Это создаст преимущество в передвижении огромного количества транспорта. Именно Бекалор, Масита Машев, ой, мэри, я здесь такая чёрш сахул, чё шимашен бен асел, шишт барьер, аварийный бардак. Окей, дукна, Бекалор, пригородный дукна, баркал бош, тейлорис бош. Бакш был стал шит технически. Практически было бы. Хэминот дан чебол, да хохка хака члош халх, чё прок шмолорох. Практически было. Кадырова халуочена, это полкилчегата, аркаёш, да ойлан яркоеметкшев. Иза этир арк ая кана вуканши отдельно аркаёш, инек халабалина, окуно хатушмоне. Цана воршев, третий слой ваюл шукошин. Деканца заберут хатцанавды, перекрестки шашачев, штаны сичана инцокте основной нербилан долокуш. Правойл и бордур вайлан гранитовый. Вождь резину покрытый ушаю велодорожкшен цен. Хокане ван вабил шок слева обош мокушев. Цен тяхле укатат бешер укладчикшу. 90% завершено Бухар улиц. На территории нового правительственного комплекса продолжаются работы в активной фазе. Политику рассказали о стадии возведения специального конгресс-холла. В этих зданиях смогут находиться более 5000 сотрудников, в том числе гостей и участников всевозможных конференций и встреч. В зданиях правительства начался завершающий этап. Впереди ждет облагораживание участков. Делаю шеф, а именно ищет проект ЕЛ, этот проект из Аеша понял. Раю мало зал конгресс, вождь yok зал, вообще yok сооружений. Как раз тхоу собрать, беш моношером замат. Конгресс али, yok чон. Это керт я и он проект я магайтаре yok ауэ герб шат, шеф, бюшат уочиш таю чонш. Шоктянц, процентов 90 был чаквелбу. Благоустройство, зажим фасад, аичан 90%. Молож, луча, масуча, ремонт, аичан. Общий объем работы, алячты, 90%. Цара, водаш, зажим фасад, благоустройство завершить ешло. Луча, ремонт, основной был ваш шаг завершен. Тут я был шаша беги на месте, бошока, да, бьюш, аш, сол.
Ист богош, он дабл чабош, да шанцевич. Хватит срок седалму, а через месяц кичерю основной ремонт все. Чурчак кылу, да покрыта иштар благоустройство. Еш выше, оговор иштвой бёхалы почада разу пободу. Цуна ой президент страны стекло пятца хасуртилом и богу. Когда асфальт ладу шесть богу чана. Ой мало 90% бог. Чакла бо охватный срок через месяц кичерю. Далму. Big Bob, what's that? Şey думаю, лошадь, материал мусулишу, бюджет, все это именно фонды раз выделить, не считаешь объект, вот, а еще шумал от техники, прача, белой, он был бичан, проблем нет, его объект. Ja, vet ikke, vet. Tullaan diagnostica. Да, уплата же. Улата решает, как я обратно засыпаю. Да, он да, и сам это шан. Niet zwart is dat. Да. И жадик окей, жобок да, коморда, чуть-чуть дошло. Он открытый, когда когда только шесть лет толще, через вас пожди, что ж. Ишта, чего что мелоко. Это шадина бюсен на месте полграш, он шабек и специалист. Ой, материал еще материал зачем? Само более наш материал заказать туда. Царь шака чуешь, шаешь более что-то. На месте было шагом наш аж. Это было очень. Рабочий класс профессиональный и трудится с полной самоотдачей. Процесс строительства сложный, но весьма впечатляющий. Сложные металлические конструкции собираются поэтапно. При помощи подъемника их доставляют наверх, а затем методом точной сварки прикрепляют к основанию. Как рассказал главный инженер по строительству комплекса, эти объекты уникальны тем, что в них используются отечественные материалы, аналогичные зарубежным, а это помогает избегать проблем с доставкой и бумажной волокитой, необходимой для работы с зарубежными поставщиками. В проекте применено кессонное перекрытие, которое используется с советских времен. Я не встречал в России проект кессонного перекрытия. Оно здесь применено, оно позволяет перекрывать большие пролеты без колонн. Значит, залы заседаний в галереях между блоками и зал заседаний на 12 этаже, основной залы, большой и малый, перекрыты именно кессонными перекрытиями. Это сложное инженерно-техническое решение, которое здесь применено. Сюда много приезжает разного рода бизнесменов, предлагают разные новые материалы. В частности, вот фасад у нас облицован новым материалом, называется ламином. Выпускается в России, это, как бы, можно сказать, импортозамещение аналогичных материалов, которые выпускаются в Турции. Трасса по улице Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, обслуживает тысячи автолюбителей ежедневно. Ее расширение – это самый дорогой подарок для водителей, которые ездят в горную часть региона. Ведь некоторые из них приезжают в столицу утром, а покидают ее вечером. Это создавало трудности с пробками. Последний слой ваюш, коммуникация шайк вайт, освещение ваюш, хабош, озеленение шабош, улица. Расвар полцак шабек вандаеш, что док междик дурша догаеш, хужари урша хаздамаш дуршиш посо хазбел букат. Hücre hatalı. Хужариш, вот не срочь сицупя полгеш помощь. Ар улица дал муаха, демонстрация купя полгеш. Hedigen. Bol short dag in de kamasje. Asfalt. Gaan we keer voor hè? Букат беш вож дан. Уплач чата цум хаялин яхтуша. Последний слой, дик эту ешо. Цум масет шерет. Зиполна белбаца. Район имени Владимира Путина – это самый перспективный и современный уголок города. Его площадь составляет 260 гектаров. Это 2 миллиона 600 тысяч квадратных метров. На такой территории будет все необходимое для комфорта. Жилые дома, объекты социальной и религиозной инфраструктуры. Здесь уже проложены первые асфальтированные участки после завершения всех подземных коммуникаций. Охватываем срок, все до конца сентября полный долго, он дал так. Человек сетчик, горло, за свой квабин, сейчас это делал,
Isa se dobes lätsääni kansin taadina dublor sabun. Постоянно на пульсе, но отзывал. Lina büyüsen de atsa bir şaka yaparım. 200 kvartir. Короче, Рамзан Маркович, я хороший имел оценки, почти 70% общий объем халявчи, почти 70% продажи на поле. Цабеш даже, рассрочку это шкват, скучен, заранее да олш, выплачу уже чакаю ложку. Масуа орец, пори туцарец, дяха исламский рассрочку, конкурс еще так, нах. Яцаца, что пунан, ё, поэтому шкуцева, камеры шкурятина, квартиры шкурятина, ой, население, конечно, ночи, да, эмахлар запах, я шкурю бухлюз. Я лона берша на масере, что я чайда бухает. Квартет у нас, як он был завод. Верно, квартет полный верно. Отдельно первую линию, а халя чайн, хоконна, 95% дает, ну. Отдельно первую линию, алоцер, 30 дом, того 95% дает, ну. Квартир, коммерции 100% дает, ну. Улицан открытие, так, он цатиш, лаш ец был, вот 100% дает, корюко. Халкы тиеш шар, 70 дается, и 30, без отчая дают, Дамаш, халка, брушатка, граниту, уемуш. А уже وايد بيلونش ده مش حلقة انت سيهار دوبلورن بردور وايولوري وايساس تاكس رازي اسوا قابل وكلين ساعة عقلي. Akon belası kıza da ağabeyton. Okondo işo patron ko çekliyor şu hintik de tapidizat. İş goyon hintik geliyor şu okul. Atki vakti yiyiz o da kana. Ha iş çakayo lütfen daha kon. Отметок сентября, переучил. Они 100 чем-то юбки по улице. Благодаря политике региональных властей субъект развился до такого уровня, которого нельзя было представить в недавнем прошлом, а объявленный главой региона год города Грозного и нового района имени Владимира Путина изменил столицу до неузнаваемости. Многие из проверенных площадок планируют создать к 207-летию столицы. Торпа, Лолита Исумов, Алисхан Кацулов и Ахмед Кизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. На Харьковском направлении бойцы стрелкового батальона имени Шейха Мансура Минобороны под командованием Муслима Тавзаева продолжают эффективно уничтожать вражескую живую силу. Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что операторы БПЛА своевременно обнаружили передвижение неонацистов. Попытка скрытого маневра оказалась провальной. Противник был виден как на ладони. Для нейтрализации цели оперативно подключились артиллерийские расчеты, быстро подавившие активность. Замаскированные позиции, прикрытые сетями и инженерными уловками, также не устояли. Окончательный удар нанесли FPV-дроны. Командир 78-го мотострелкового полка Север-Ахмат Зенди Зингиев по поручению главы посетил один из полигонов Минобороны для ознакомления с ходом занятий артиллеристов. Как отметил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, бойцы демонстрируют отличные результаты. Высокую выучку, дисциплину и стремление к повышению профессионального уровня. Учитывая ключевую роль артиллерии на современном поле боя, руководство республики уделяет особое внимание подготовке артиллеристов. Под руководством опытных инструкторов они ежедневно совершенствуют навыки ведения огня, оттачивают взаимодействие в составе расчетов и учатся действовать максимально слаженно в любых условиях. Обстрелы, взрывы и разруха – такова жестокая повседневность сектора Газа. Каждая минута – борьба за выживание. Именно в этих нечеловеческих условиях, среди руин и голода на фоне продолжающейся блокады, волонтеры продолжают раздавать еду от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В рамках беспрецедентной гуманитарной акции закуплено более 1000 тонн продовольствия и товаров первой необходимости. О том, как реализуется эта миссия, репортаж Лейлы Муртазовой. Сектор Газа получил очередную партию жизненно важной помощи от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Гуманитарная акция охватывает большое количество нуждающихся. Следуя словам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поистине наилучшая милостыня – это напоить водой. В этот благословенный день, понедельник, 25 августа 2025 года, мы раздаем эту милостыню в виде водоснабжения, предоставленную нам как щедрое пожертвование от чеченского народа. Да будет
Будьте вы благословенны, и да благословит вас Аллах. В рамках гуманитарной помощи доставлено 50 тысяч порций готовой еды, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макаронных изделий, 500 тонн питьевой воды. Жители сектора Газа выражают искренние слова благодарности за столь своевременную помощь в этот непростой период. С помощью Всевышнего нам удалось обеспечить более 500 порций горячего питания и распределить их среди вынужденных переселенцев и пострадавших в северной части сектора. Это благородное и благословенное дело было осуществлено благодаря пожертвованию и финансированию регионального общественного фонда имени шахида Ахмата Хаджи Кадырова. Главным куратором поддержки палестинского народа выступает начальник обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров. Он лично контролирует доставку гуманитарных грузов, чтобы данная поддержка дошла до нуждающихся, которые искренне радуются и благодарят за помощь. И эта постоянная поддержка укрепляет нашу стойкость и утверждает нас на этой земле. Да накормит Аллах того, кто накормил нас. Да напоит Аллах того, кто напоил нас. И да поможет тому, кто помог нам. Отметим, что один из последних конфликтов между Израилем и Палестиной начался в 2023 году и продолжается до сих пор, из-за чего ситуация с голодом в секторе Газа достигла катастрофических масштабов. В этом положении региональные власти пытаются оказать свою посильную поддержку страдающему народу. Лейла Муртазова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В республике стартовала прививочная кампания против сезонного гриппа и ОРВИ. Получить защиту от вирусных инфекций можно бесплатно во всех поликлиниках. Для этого необходимо предъявить паспорт и полис обязательного медстрахования. Специалисты напоминают, устойчивый иммунитет формируется в течение 2 недель после введения препарата. Поэтому позаботиться о профилактике заболеваний рекомендуется заблаговременно, до наступления пика сезонных инфекций. Репортаж Ахмеда Рамазанова. Министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов объявил о начале ежегодной прививочной кампании против гриппа и ОРВИ. В соответствии с традицией руководитель ведомства прошел вакцинацию первым. К инициативе присоединились его заместители и сотрудники. Обращаясь к жителям республики, глава Минздрава призвал всех своевременно позаботиться о своем здоровье. Все используют партию, истая партия использует, их используют, то и все используем одну и ту же партию, истая, я вот это тем, кто вот, скептикам, да, которые вот, дезинформируют наш народ. Мы все используем ту же вакцину, наши дети используют ту же вакцину, что и все дети нашей республики. В этом году в Чеченскую Республику поступило 363 530 доз противогриппозной вакцины отечественного производства. Препараты соответствуют установленным стандартам качества и безопасности. Первой площадкой стала городская поликлиника номер 1 города Грозного. С раннего утра сюда начали прибывать первые пациенты, желающие защититься от вирусов. Здесь все заблаговременно организовано, чтобы пациенты быстро и без особых очередей смогли пройти вакцинацию с наблюдением строгих санитарных норм. В первую очередь прививаются группы риска. Это, конечно же, медицинские работники, которые сталкиваются с пациентами. А далее мы, конечно, прививаем всех желающих. И также есть другая категория, которая относится к группам риска. Это пожилые лица, это школьники, это люди, планирующие материнство, это призывники, студенты. Вакцинация делается ежегодно, так как состав вакцин меняется с учетом того, какие штаммы будут циркулировать в данном сезоне. Поэтому она проводится ежегодно, и антитела сохраняются в течение года. Обязательно перед прививкой все проходят осмотр у врача. Медики проверяют давление, температуру и собирают анамнез, чтобы исключить возможные рецидивы. Дружный коллектив, Осознанность и ответственность – главные мотивы тех, кто пришел сегодня сделать прививку. Они понимают, что это необходимо. От прививки зависит самостоятельность организма противодействовать различным заболеваниям. У нас проводится вакцина-профилактика от сезонных вирусов. Она проводится с целью, чтобы вот в эпидподъем худшая нога не было осложнений от этих вирусов. Стоит отметить, что, как и в многих других объектах здравоохранения, в поликлинике завершился ремонт. Так, к примеру, в отделении женской консультации
консультаций и рентгена прошел капремонт, благодаря чему сотрудники и пациенты будут находиться в комфортных условиях. В женской консультации мы провели ремонт. Нам обновили мебель, поменяли двери, поменяли пол. Провели ремонт в рентген-кабинете. Приятно работать нам и пациентам очень приятно. Вакцинация – это защита, которую мы создаем сами, и здоровье, которое сохраняем для будущего. Иммунизация – акт заботы, доказанный наукой. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В преддверии учебного года Комитет семей воинов Отечества организовал благотворительную акцию «Здравствуй, школа». В рамках инициативы детям погибших участников СВО вручили все необходимые школьные принадлежности. Сколько детей уже готовы к 1 сентября, благодаря этой значимой поддержке, расскажет Магомед Азиев. В офисе департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации, главы и правительства Чеченской Республики прошла благотворительная акция «Здравствуй, школа», направленная на оказание поддержки семьям погибших участников специальной военной операции. Организатором выступил Комитет семей воинов Отечества Чеченской Республики. Еш акцияшер трайгри джимма озюкаха дагла цалина таган ога бейршна шиба портфельш очаха полностью цана ело канцелярской принадлежность налушек в этом. В преддверии нового учебного года детям вручили новые школьные рюкзаки с наборами канцелярских принадлежностей. Благодаря этой инициативе 200 учеников готовы к получению знаний. Дети, как и их опекуны, выразили слова благодарности за постоянную поддержку со стороны власти и общественных организаций. В рамках программы подобные мероприятия проходят на территории всех муниципальных районов республики. А ее главной целью было оказание посильной поддержки детям, чтобы помочь им подготовиться к школьной поре и создать праздничную атмосферу. В дальнейшем, благодаря общим усилиям, комитет планирует проводить такого рода мероприятия на постоянной основе для помощи тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Магомед Азиев, Шамсудин Джабраилов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт о войнах в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.